Жильцы этого дома уже несколько лет не могут добиться, чтобы им сделали детскую площадку. В последний раз отказали вообще под каким-то странным предлогом. Пустырь, который мамочки и бабушки видят местом для прогулок с детьми, находится на пригорке. К удивлению местных, это и стало причиной отказа в размещении здесь площадки. Нам не могут сделать детскую площадку в связи с тем, что прокуратура не даст разрешения, так как мы находимся на горке. Но почему? Какое различие, где мы живем, на горке, под горкой? Ведь раньше была тут хорошая детская площадка. Сегодня они напоминают лишь несколько ветхих конструкций. Одну из них, «Радугу», недавно спилили. А место постепенно занимают любители пикников. У нас тут постоянно сидят, жарят шашлыки, и тут дети маленькие бегают. А курки постоянно, стекла разбиты тут. Мало ли, ребенок взял, упал и все. И себе ножку поранил. Это же ненормально. Других мест для прогулок с детьми поблизости нет. Хотя приводить сюда малышей уже опасно для их здоровья. В песочницу постоянно залазят кошки, гадят. Качель уже вся сломанная, на ней невозможно качаться, это вот сейчас закрепили, но все равно кто-то сядет, старший ребенок, он упадет. Ну и хотелось бы хотя бы горку и качель хорошую. В районной администрации лишь разводят руками. На всех денег не хватает. Область обещала выделить городу 92 миллиона на благоустройство, а дала лишь 18. Пришлось выбирать. Этот двор в программу не попал. Но на помощь готовы прийти коммунальщики, если жители проявят активность. Они должны собрать собрание, вынести решение, что им необходима детская площадка. На основании этого мы обустраиваем детскую площадку. Это все делается совместно с собственниками. Они выбирают все сами. Все детское оборудование, какое им необходимо, какое они желают. Коммунальщики готовы помочь провести общее собрание собственников сразу 3 домов. Для этого жителям необходимо обратиться в отдел по работе с населением управляющей компанией. Юрий Шумков, Александр Кудрявцев.